Из подросткового увлечения в профессиональный спорт Федерация скейтбординга теперь есть и в Коми. И хоть с этим видом спорта наша республика знакома уже давно, зарегистрировать официально получилось его только сейчас. Может и кстати, несколько лет назад скейтбординг вошел в программу Олимпийских игр. Подробности у Александры Головиной. Ноги учениц сплетаются вокруг расставленных конусов. Это слалом – одно из заданий в рамках урока по катанию на роликах. Кроме этого, здесь научат езде на BMX, экстремальном велосипеде, кикскутерингу, трюковому самокату. Но главная роль за скейтбордингом. Теперь у этого спорта есть официальное представительство в Коми. Сейчас очень много выделяется внимания на молодые именно общественные организации. Такие федерации, как скейтбординга в регионах, они очень сильно развиваются, очень быстро. Их появилось около 20-30 только за прошлый год в России. Поэтому будем равняться на них и создавать что-то свое, более интересное. Направление молодое, материальная база минимальная. Поработать здесь придется немало, говорят в федерации. В этом смысле официальный статус – хорошая подмога. Это поддержка регионального Минспорта, гранты, спонсоры. Из подростков профессиональных спортсменов юридический статус поможет вывести скейтбординг на новый для республики уровень. Мы тут вообще зависаем, закисаем, и ребята просто делают себе какие-то маленькие соревновательные элементы для себя. То есть у них есть игры, в которые они периодически играют, и как бы соперничество мы не убираем из этого. То есть надо развиваться, чтобы ребята будут стремиться к спорту. Тягу к экстремальному спорту могли бы дать и городские скейт-площадки. Самый большой в республике скейт-парк недавно появился в Ухте. Столичные спортсмены пока о таком только мечтают. Весной в Кировском парке должны были обустроить специальную площадку со скейт-плазой, фан-бокс-пирамидой, разгонкой. Но подрядчик не нашелся, и спортобъекты пока так и остались только на бумагах. Александра Головина, Алена Туркина, телеканал Юрган, Сыктывкар.